Очень много вопросов поступает по детским садам. Почему все-таки детские сады не закрываются? Как правило, все субъекты Российской Федерации по той же рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации не стали закрывать детские сады по одной простой причине, потому что у нас таким образом бы некому было сидеть с детьми. Правильно, да? И поэтому сегодня, до того, как будет принято решение, как мы поступаем с мамами, которые вынуждены будут сидеть дома, значит, правительством Российской Федерации разрабатывается механизм, мы его ждем. Соответствующие нормы, связанные, значит, соответствующие правила, связанные с тем, что, значит, как будут обрабатываться детские сады, какие меры применяться, у нас сегодня по системе отработаны. Получается, что полная оплата идет за детский сад, если ребенок Нет, сейчас уже не посещает. Данные вопросы непосредственно, значит, разрешаются детскими садами в индивидуальном порядке. Естественно, оплата производиться не должна. Не должна. Мы сегодня на территории республики закрыли все школы. Мы закрыли секции и, значит, непосредственно те кружки, которые учреждения работали по дополнительному образованию. Вот сейчас только что я закончила оперативный штаб, где непосредственно министр образования доложил о том, что непосредственно во время каникул все педагоги и школы будут продолжать работать именно учителя для того, чтобы подготовить системы дистанционного образования в тех школах, где нормально работает интернет, где в школах не работает интернет, иные формы работы непосредственно с нашими детьми. Для того, чтобы после каникул, не прерывая учебного процесса, значит, начать обучение наших детей. Относительно ЕГЭ, значит, досрочное ЕГЭ, сроки переносятся, дата также будет определена позже. Поэтому сейчас определенные задачи стоят перед системой образования, связанные с тем, что мы, во-первых, должны точно не уронить результаты ЕГЭ, дальше продолжать давать нашим детям качественное образование и, соответственно, значит, дальше продолжать работать на результат по качеству. Что касается, такова была в том числе рекомендация Министерства просвещения Российской Федерации. По удаленному доступу работы мы только что закончили оперативный штаб, на котором непосредственно все министерства социальной сферы, и в том числе и министерства, имеющие подведомственные учреждения, должны сегодня, до завтрашнего дня, предложить форму удаленной работы их подведомственных учреждений. То есть в каком виде будет осуществляться эта работа. Сегодня по каждому из учреждений непосредственно, да, ситуация разная. Вот мы сейчас при обсуждении, наверное, так же, как и вы, да, например, думали, можно ли учить через удаленный доступ, например, в физкультуре или давать какие-то уроки. Да? До завтра непосредственно у нас все министерства определятся с данной формой. В любом случае порядок, методики, да, например, будем ли мы продолжать, например, занятия по вышивке и так далее через видеоуроки. Ну, то есть сегодня мы думаем вопрос о том, что как нам нужно перестроиться на новый формат для того, чтобы не изменить. Что я сегодня предлагаю музеям? Музеям я сегодня предлагаю, так же, как и часть музеев по Российской Федерации, перейти на видео, значит, подачу музеев для граждан, для видеоконтент и, соответственно, значит, работать в этом направлении в онлайн-режим и начинать работать с людьми после, для того, чтобы непосредственно все-таки и свои функции в том числе осуществлять. Ну и кроме того, с нас никто не исполнял, никто не снимал ответственности за исполнением национальных проектов Российской Федерации, значит, определенными президентом страны, в том числе по посещаемости и просмотру. Значит, будем считать электронную посещаемость. Ну и я думаю, нам есть что показать, начиная от, значит, наших постановок в электронном виде, да, и начиная с того, что непосредственно есть в наших музеях. Ну, возможно, мы так даже рейтинг поднимем. Достигнуты договоренности с Ростелекомом, значит, непосредственно связанные с тем, что граждане, которые переходят на удаленный, значит, режим работы, не будут попадать в круг лиц, которым отключается, значит, интернет в связи с неуплатой. И, соответственно, сегодня главы муниципальных образований собирают общие потребности. У нас соответствующая ВКС прошла именно по тому, каким образом будем возмещать, значит, расходы тем, кто на удаленно работает благодаря интернету. А есть ли решение по ограничению работы торговых центров?
Такого решения пока нет. Значит, я не скрываю, что, скорее всего, значит, непосредственно и с завтрашнего дня или в ближайшее время доступ в музей будет запрещен. Еще один популярный вопрос по авиабилетам. По возврату билетов. На настоящий момент по авиакомпаниям Якутия Полярная авиалиния приняты соответствующие приказы о возвратности билетов, даже те, которые являлись и относятся к категории безвозвратными. На настоящий момент продолжаются переговоры с авиакомпаниями непосредственно «Сибирь» и «Севен» и «Аэрофлот». Значит, предлагаемая ими непосредственно схема, по которой билеты возвращаются независимо от их статуса, но со штрафом, сегодня непосредственно является схемой, которая ими предложена. Мы дальше ведем переговоры и ставим вопрос о том, чтобы все-таки штраф с людей не брали. Естественно, все зависит от того, когда принималось решение, кем по сдаче билета. Это по билетам, а по турпутевкам тоже очень много денег люди покупают. Безусловно, турпутевки сами по себе, туристические организации сегодня нужно смотреть как договор, который прописан у граждан, как правило, по гражданско-правовому договору. Основанием для возврата будут являться непосредственно только форс-мажорные обстоятельства. На настоящий момент пред-ЧС не является форс-мажорным обстоятельством, и поэтому я думаю, что будет дано поручение, спасибо за этот вопрос, курирующему, отвечает за блок, связанный с предпринимательством, Ирина Высоких. Завтра утром дам я поручение для того, чтобы изучила вопрос, встретилась, пригласила всех туроператоров, которые работают, их представителей российской на территории республики, чтобы начать эти переговоры. Что должны делать жители районов, которые сейчас возвращаются с Якутска и решают оставаться здесь, если они приболели? Дадут ли им больничные медучреждения здесь, в столице? Добрый вечер. Это действительно сегодня один из популярнейших вопросов нашей горячей линии. Мы давали на этот комментарий официально, сейчас здесь повторю его. Сегодня, если вы, являетесь из группы риска человеком, который прибыл из зарубежной страны, сегодня мы уже рассматриваем практически весь ряд стран мирового шара, мы больничный лист выдаем здесь без посещения поликлиники. Человек звонит и говорит о том, что вот он приехал с такой-то страны, с такими-то признаками заболевания. И этот больничный лист уже получит по месту жительства, когда приедет на свое постоянное проживание. Причем буквально вчера было тоже оговорено, что этот больничный лист выдается на 2 недели, но для того, чтобы были возможности финансового обеспечения у людей, закрываться он будет каждые 5 дней автоматически. А как быть студентам, которые приехали из районов и во время карантина им оставаться в Якутске или выезжать? Студентов разделим на 2 группы. У нас есть студенты, которые являются студентами центра вузов. То есть за пределами, непосредственно учились. Сегодня они так же, как и все, в общем-то, сегодня для того, чтобы не находиться на том или ином карантине, например, где-то за пределами республики, соответственно, если будет ситуация подобная, как в Санкт-Петербурге, они возвращаются домой. Сегодня мы даем рекомендацию, безусловно, таким студентам ограничить свое передвижение и находиться на режиме самоизоляции. Если же непосредственно есть какие-то симптомы, связанные с ОРВИ, с гриппом, недомогание, кашель, и, соответственно, все, что связано с этими нашими весенними, то, соответственно, сразу ставить в известность врачей, участковых, врачей через прямую линию, для того, чтобы участковый начал отрабатывать. Такой же подход мы применяем и относительно студентов при закрытии наших высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений. Мы предлагаем также студентам сегодня освободить общежитие и выехать домой. Эти студенты также у нас делятся на 2 категории. Студенты, которые сегодня могут свободно уехать на машине в район и находиться дома, и студенты, для которых перевозка достаточно осложнена. Сегодня утром под руководством заместителя министра образования Миргуной Соколовой создана соответствующая группа, которая будет, во-первых, прежде всего, всех иметь эти списки студентов и определяться непосредственно, каким образом мы будем студентам помогать выехать, те, которые не могут выехать. Прежде всего, это, конечно же, студенты из малообеспеченных семей.
И поэтому такая работа с сегодняшнего дня начата. Есть еще одна категория студентов, студенты, которые являются детьми-сиротами. И, соответственно, значит, они у нас здесь остаются на территории города Якутска, будут осуществлять образование также в удаленном порядке, но находясь в городе. Не будут направляться и не рекомендуется выезжать из общежития тем студентам, в районах которых мы не сможем обеспечить удаленное образование, там, где непосредственно у нас с вами не работает, плохо работает интернет. Образование должно быть обеспечено. А иностранные студенты? Иностранные студенты у нас, значит, еще в середине февраля были, во-первых, ограничены. Вначале нами было принято решение по иностранным студентам, тогда, когда ситуация не была, одна из первых ситуаций, да, на первом этапе, что у нас студенты должны непосредственно приехать и здесь пройти карантин. Потом с ВФУ было принято решение о том, что иностранные студенты не приезжают и начинают учиться на удаленном доступе. То есть они уже с февраля месяца у нас иностранные студенты, это первые, кто, мы понимали, что это группа риска, и это первые, кто попадал вот в такую ситуацию. По общепитам? По общепитам. Сегодня нет запрета на территории республики по общепитам. Соответственно, мы смотрим, и флагманом в данном вопросе при принятии мер является город Москва, и, соответственно, по их опыту мы смотрим по последовательности. Пока такого решения не принято. Скажите, а как контролируется работа кинотеатров? Там больше 50? Кинотеатры сегодня непосредственно на территории республики будут закрыты. Я думаю, что с завтрашнего дня они будут закрыты, в том числе и в городе Якутске. В районах, мне доложили главы к 17:00, закрыты все кинотеатры. Я хочу обратить внимание на тот вопрос, пока вы еще не обостряете, но он сегодня у нас возникает. Это наши пожилые граждане. В 5 часов вечера я провела соответствующее совещание. Создана группа под руководством главного гериатора Республики Саха-Якутия Ольги Викторовны Татариновой, которая, в ведении которой у нас находится гериатрический центр, гериатрические участки на местах. И, соответственно, сегодня к ее работе подключаются 2 наши профилактория, Абырал и Чебдик, и соответствующее решение о том, что при необходимости помощь лицам старшего поколения будет комплексная оказана, социально-медицинская, по алгоритму, который они определят именно в этих 3 учреждениях. Соответственно, значит, сегодня мы прежде всего не забываем о нашей текущей работе. Как бы там ни было, мы двигаемся в том числе и к 75-летию Победы. Поэтому соответствующая работа дальше будет продолжаться. Ну и нам все-таки, мы в своем понимании видим группой риска, которая в обязательном порядке должна быть защищена. Это пожилые граждане 60+, 65+.